Успех в бизнесе, семейное благополучие требует от пар совместной работы. Семейные профессиональные обязанности, своеобразный вызов. Сегодняшняя наша программа отличается от предыдущих программ тем, что у нас не один, а два героя. Это муж и жена. Этой паре удается вести не только общее дело, но и быть счастливым в браке, помогать друг другу. Вы спросите, как? Ответ прост. Смотрите далее. Аида и Самат Долотбаковы – супружеская пара, которая создала свой семейный успешный бизнес. Она – основатель журнала, а он больше известен как певец эстрадного жанра, ныне совладелец журнала. Если даже она курирует бизнес, но последнее слово всегда за ним. Они дополняют друг друга и даже шутят, что по отдельности хороши, но вместе они лучшие. У них не только одинаковые цели, интересы, вкусы, они даже мыслят одинаково. На встречу Самат и Аида Долотбаковы приехали с двумя прекрасными детьми. И здесь намного интереснее, так как вместе с ними также приехали ее личный ассистент, стилист и няня. Вот такая свита сопровождала Долотбаковых. И наверняка многие мечтают о такой свите. Это сейчас они такие счастливые, красиво одетые, путешествуют за границу. А когда-то эта супружеская пара сменила 11 квартир. Да, и этой семье пришлось снимать жилье. Вот у вас совместный бизнес, вы вместе на работе и дома. Вообще, как досуг ваш проходит? Но мы очень активные, да? Мы считаем себя достаточно активными. Почему? Потому что при любом удобном случае, то есть неважно, даже если 2 часа, 1,5 часа, там 5 часов, мы обязательно выезжаем на природу. То есть мы можем себя назвать такими активистами по пикникам. Вот. И собраться нам достаточно минут 10-15, то есть неважно, катаемся ли мы на велосипедах, купаемся, то есть, в общем, все, что может быть активно, полезно, потом больше хочется, чтобы дети соприкасались с природой, то есть бегали, прыгали, на лошадок смотрели, бабочек собирали. Ой, молодец. Пошли. Вы предпочитаете больше активный отдых, да? Да. Мне вот интересно, у вас 2 детей, и кто вообще за ним присматривает? У нас есть няня, куда берген няня Оспар. Вот, она с нами 2 года уже. В принципе, воспитание детей, скажем так, целиком полностью на ней. Вот, конечно, может быть, многие нас осудят, скажут, ну, как такое может быть, молодые люди, то есть работа, карьера, но семья должна быть. Но вы знаете, вот в наше время, ну, нам, скажем так, конечно же, вот, по-моему, уикенды, вот эти вот активные как раз-таки отдыхи, пикники мы хотим компенсировать тем, что мы вот в будние дни, наверное, без детей. Вот. Из-за этого, но это очень важно. Честно говоря, могу признаться, что раньше как бы я этому очень мало внимания уделял. Но в последнее время прям вот настаиваю, говорю, вот обязательно возьмите сына, дочку, давайте туда поедем, давайте сюда. То есть без них куда-то ехать уже как-то неинтересно, что ли. То есть, да, уже ну, взрослеем, видимо. Вот. У вас еще есть домработница? Но получается, да, мы пользовались услугами домработницы, но сейчас, так как дети уже, в принципе, с утра до вечера в садике, то няня уже как бы переняла эту роль на себя, то есть мы... Как присматривать за детьми? Да, тем более она живет с нами. В принципе, я хотел бы сказать, что в принципе это не важно, как бы, какая роль. На самом деле мы, то есть человек, который с нами живет, это в принципе член нашей семьи. Родной, то есть да, это, ну, с утра до вечера, то есть получается наши как бы биртуальные джи, которые уже вообще за нами без неё не присматривает. можем. Мы как жидюшки за ней ходим, идите кусать есть. Вот у вас ассистент, стилист личный, плюс еще у вас няня, которая присматривает за детьми. Вы вообще готовите? Я очень люблю готовить и не скрою, что вкусно готовлю и очень быстро. Так что если есть такая возможность, в принципе, мы прям буквально все. Тем более у меня за задачу стоит, так как растет Айлинка, и я ее как мама, то есть прививаю именно к готовке. И... Кстати, я это подтверждаю. Потому что... Подтверждаю, что на самом деле она очень вкусно готовит, мне очень нравится. Вы занимаетесь журналом и полностью отдаете себя изданию, да? А вы помимо журнала еще вы работаете в строительной компании. Мне вот интересно, кто больше зарабатывает? Естественно, мужчина. Мужчины должны больше зарабатывать.
Вы знаете, нет, здесь, мне кажется, мы, в принципе, я считаю так, что если человек работает, ну, не покладая рук, то он, в принципе, к этому приходит, любой человек, по сути. Вот. Мы, что супруга, что я, мы работали с достаточно раннего возраста. Я с 13 лет начал работать, свою учебу платить. Вот. И всегда чем-то мы занимались. То есть, и, в принципе, когда мы с ней встретились, познакомились на учебе, мы, кстати, вот вместе учились на магистратуре с ней. Вот. И тогда мы, ну, просто увидели такую, скажем так, кровную душу, что ли. Потому что она постоянно чем-то занималась, я постоянно занимался. И как бы мы, в принципе, по темпераменту очень схожи. Да. Вы еще снимаетесь, если даже не как в качестве главного героя, но в эпизодах снимались. И последнем- там хорошо. Ради чего вы вообще туда вот пошли? То есть это зов души или вот заработок дополнительный? Что это для вас? Нет, вы знаете, так как мы не профессиональные актеры, мы не учились на это, то есть мы этим не зарабатываем. То есть, в принципе, никаких гонораров и не платилось. То Мне есть, кажется, еще в Кыргызстане недостаточно, да, вот платят, по-моему. в принципе, я знаю актеров, которые, скажем, ну, работают в драмтеатре, потом, ну, скажем так, приглашают их в кино. Ну, по-моему, гонорары, по-моему, до $100 в день съемочные. То есть у них вот так делится. Если это какая-то зарубежная звезда, там, казахская звезда, то там 2, 3, 5 тысяч долларов в день. То есть съемочный день. Их очень быстро, там, день-два снимают и отправляют. Нам все скорее больше нравится пробовать. Расскажите немножко подробнее, с чего вы начали, где вы работали, что такое вообще деньги для вас и для чего, почему, какая необходимость была? Ну, на самом деле, если обо всем этом говорить, то у нас, наверное, эфирного времени не хватит. Но если вкратце, то я, к большому счастью, родители меня поддержали, когда я был в 6 классе, 12 лет. Я поступил в Кыргызско-турецкий лицей. А там, как вы знаете, ну, скажем так, недешево учиться было. И на выходных, то есть на каникулах, когда я переходил как раз с 7 по 8 класс, я понимал, что надо проплатить учебу $150 в год. Ну, по тем временам это были хорошие деньги. Вот. И из-за того, что я знал, в принципе, турецкий язык, а в Токмаке, в городе Токмак я учился, там был у нас аккумуляторный цех, и он принадлежал туркам. Я устроился к ним летом как переводчик. И заработал свои $150 за 3 месяца. Я оплатил свою учебу. Ну, это вот первые шаги были такие, скажем. Вот. И в последующем... Вы работали переводчик? Веб-дизайнер, в кафе пел, музыкантом был, продавал недвижимость еще по объявлению, сидел, агентом был, сидел в газете, печатал, тексты набирал. Книгу писал, да. Рефераты, дипломы писал, то есть это какой-то сопутствующий бизнес был. В интернет-кафе работал администратором. Ну, в общем, чем мы только не занимались, на самом деле. Все попробовали. Ксерокопии, фото за 5 минут. Ну, в общем, масса всего. А вот голос. вы, Аида, вам тоже приходилось работать в столь раннем возрасте, подростковом периоде? 17,5 лет, да, первая моя трудовая деятельность началась. Маты голос. Маты Было голос. очень много желания обучаться, было очень много все скорее на тот момент амбиций кому-то что-то доказать. Ну, прежде всего, скорее, самой себе больше. Вот. И мне посчастливилось, я попала сразу же в международную компанию, где после полугодового неоплачиваемого, естественно, потому что я абсолютно была неинтересна компании как специалист, но было желание учиться всему, и спустя полгода, еще на тот момент, того не ведая, я попала в пиар-отдел, то есть даже не понимая, что это, но это все скорее было не случайно. Спустя много-много лет, испробовав уже различные, примерив различные там профессии, я все-таки вернулась именно в эту Сферу? Да, и получается, сейчас уже, естественно, как бы теоретически подкованный, и, ну, уже столько лет прошло, так что мне больше нравится именно заниматься рекламой. Вот. Все-таки вы поняли, что это ваша сфера, да, и вы дальше Да. продолжили. И вот, например, у вас дети, да, и вы собираетесь ли точно так же воспитывать своих детей? То есть вот в подростковом периоде, чтобы они тоже работали, хоть как-то зарабатывали, или чтобы они Конечно. поняли, что такое вообще зарабатывать, да, деньги и вообще Я не в плане Я тоже четкое денег. представление даже, кстати, вижу по именно взрослению.
говорить о том, что вы ничего не получите, условно, да, когда они вырастут, ну, абсурдно. То есть почему бы, если у тебя уже что-то есть и чего-то не дать, это будет, ну, неправильно. То есть просто в зависимости, что дать. То есть условно, если ребенок там 18 лет попросит, я хочу ездить на премиум-классе машине, то, естественно, нет. У меня дети точно знают, когда я говорю да, когда нет. Там один вопрос всего лишь. Хочешь телефон? Да, нет. Там, папа, это купи? Нет. Все. То есть истерик там и так далее. Из-за этого мы хотим максимально консервативно, ну, как бы, конечно же, дать, в первую очередь дать надо детям образование, особенно дочки. То есть девочки, то есть, ну, потому что она потом уйдет, вот она, ну, как минимум, должны ей дать очень хорошее образование. Мы можем похвастаться, в этом году мы поступили в Кыргызско-турецкий лицей. Первый класс, да, она прям молодец, я прям очень возгордился, она у меня умничка. С самого детства уже приучаете, да, вот к дисциплине, Да. воспитываете с самого детства. И, естественно, вы уделяете много времени именно образованию, чтобы именно ребенок получил качественное образование. Но до 6 лет мы, естественно, они в режиме балуются. То есть наши бабушки просят, чтобы мы... Это у нас они моментально меняются, когда у бабушки, потому что им все позволено. Конфетки, шоколадки. У нас это все табу. У вас бывают конфликты с бабушкой? Вот именно Нет. по воспитанию детей? Что нет, мам, это нельзя, Нет, папа, это нельзя. нас также воспитывали. Нас также воспитывали, и не было сестры случаев, чтобы родители даже ударили. И вот даже тогда уже прививалась тема диалога. То есть, условно, то есть спрашивалось: дети, а вы что скажете? И мы тогда считали себя такими взрослыми, думали так, ну вот так, вот так. То есть как бы такое, как бы, то есть мы хотим вас услышать. И я думаю, что как бы это очень правильно. Я запомнил одну фразу замечательную. Я был на 3-м курсе. И преподаватель по филологии сказал такую вещь. Вы, говорит, наверное, часто слышите, что вы, говорит, не те. Я говорю, да, все такие хором, да. Говорит, молодежь нынче не та. Вы, говорит, наверное, часто слышите, когда говорим да. Вы, говорит, знаете, говорит, оказывается, в Древнем Египте, папирус, знаете, да, там вот первые листы. Там, оказывается, нашли надпись, там несколько, ну, много-много веков назад, говорит. И там написано, говорит, на древнеегипетском, что молодежь нынче не та. То есть она говорит к тому, что у каждого поколения есть своя молодежь, она всегда будет нынче не та. Как нам признались наши герои, при активном ритме жизни, а это постоянные встречи, переговоры, съемки, переезды по странам, они всегда находят время, чтобы побыть вместе с детьми, с семьей. Кыргызы и лошадь — это одно и целое. И издревле, сами знаете, что в древние века кыргызы и это прекрасное животное никогда не расставались. На них кататься — это одно удовольствие. Вот есть когда иногда свободная минутка, то вот так вот ездим, проводим время верхом. Поехали! Закрой глаза и уплыви на белом облаке зари. Не думай, что там впереди, не думай, что там впереди. Их не представляют по отдельности. За несколько лет многие привыкли видеть эту пару вместе. Пусть они далеки друг от друга, но мысленно всегда рядом. Самат еще является коммерческим директором строительной компании, где он больше времени проводит. Из-за сумасшедшего графика работы супруга видится только дома. Ну а если очень повезет, за обеденным столом. Дождем осенней грустью смоет боль мою. И сказать бывает сложно, и я тебя люблю. Вообще, каково это делать совместный проект, совместный бизнес? Советуете ли вы молодым парам, те, которые хотят начать свой бизнес, ну, вообще совместно работать? И какие плюсы, какие минусы вы видите? Безусловно, есть как преимущества, так и недостатки, но, опять же, безусловно, преимуществ намного больше, потому что человек, ну, многие говорят, конечно же, то есть мужу и жене нельзя работать вместе, потому что надоедает там, и так далее, и так далее. Особых недостатков я, честно говоря, сам не ощущаю. Все же вместе мы лучше. Почему? Потому что я могу по отдельности что-то делать, то есть что-то творить, там, созидать, да, но очень важно мне мнение мужа. То есть, почему? Потому что последнее мнение, ну, остается за Саматом в любом случае.
Потому что у него более, то есть, как бы детальный подход. То есть он может, то есть я могу пропустить детали, это факт. То есть я могу обрисовать общую картину и много что пропустить. Я думаю, что сам тандем сам таковой состоялся, это факт. И по темпераменту, и я думаю, да, по воспитанию, и по, то есть даже если нас оставить в большом, в несколько тысячном магазине, если даже на секунду мы потеряемся, то мы найдем друг друга у одних и тех же вещей. А семья, она не может быть без конфликтов, семья не может быть без разборок, без каких-то разводов. То есть в таком случае я больше скажу, что у меня муж мудрее, потому что первые 2 года, по-моему, я на чемоданах, такая на эмоциях, я ухожу, все, и муж, ха-ха-ха. То есть это же эмоция, говорит, это же жизнь. И жизнь, то есть со временем мы с сестрой понимаем, что она не может быть без хорошего и плохого, это жизнь, и в семье это тоже происходит. Я больше себя веду, сестрой, как маленький ребенок, потому что мне кажется, муж у меня намного мудрее. Как отец и ребенок. Ну да, он старший в семье, я младший, и мне кажется, он больше включает Я, в мудрости. принципе, мне кажется, вообще, если мужчине понять психологию женщины, воспринять ее такой, какая она есть, по сути, да, то есть это вот вспыльчивость, эмоциональность, это вот Я и это вот наговорить-то могу всего. общей картины, то есть, ну, Сила эмоций. скажем так. То есть, ну, есть некоторые вещи, с которыми, например, ну, опять же, их интуитивность, да, то есть с этим нам не поспорить. У нас больше логика включается. Соответственно, если воспринимать их как человека, как сущность, как вообще женщину, Спасибо, как сущность, как человека. да, как женщину, то, в принципе, многие вопросы автоматически отпадают. То есть бывает такое, например, у нас ну, какой-то конфликт, по телефону там подряд смс-ки там и так далее. Я просто в это время игнорирую. Я вот на беззвук ставлю на 15 минут. Все, он у меня там 20 смс принял, там 20 звонков. Да, пусть наговорится, а потом в конце раз там, что, успокоилась, нормально, все, теперь давай поговорим. И вот такие вот вещи. А вот на работе у вас такое бывает? Не, Бывает, обязательно, конечно, обязательно. Бывает, вы знаете, вот, опять же, у каждого из нас свое мнение. Например, я... По-разному. Компромиссы Когда ищем, да. Когда я компромисс говорю, окей, в этот раз ты сделай, как ты хочешь. Потому что, ну, как бы это все аргументированно должно быть. То есть у нас вот есть такая традиция, мы вечером вот перед сном говорим, так, окей, давай поговорим. И начинается у нас там обсуждение, там, завтра какие планы, так, как мы сделаем, туда пойдем, а это надо принять решение, там, по этим кадрам, там, и так далее. Вот несколько вопросов прям. Где-то у нас не сходится, то есть я высказываю свое мнение. Есть, безусловно, в каких-то вещах как бы она сильнее, в каких-то вещах я сильнее, из-за этого как бы мы здесь стараемся прислушиваться. Мы сами не издатели, мы сами не журналисты, да, но мы с этим столкнулись, мы управленцы. Многофункциональные, то есть как и менеджер по рекламе, как больше, арт-директоры, как и корректоры иногда сидим, как редактура. То есть Практически, по сути, мы всем занимаемся, да, абсолютно, да. И иначе, очень если легки ты не на горишь, подъем, то... очень легки на подъем. Хочется что-то, то есть получается побольше, если скорее как бы идеи, ну, исходит постоянно как бы по большей части от меня. Муж просто все расставляет по полочкам, просто он выставляет приоритеты, какие-то прогнозы прописывает или говорит, окей, вот это будет, ну, сейчас нам наиболее благоприятный момент именно этот проект рассмотреть, а этот, давай, говорит, хотя бы на какое-то время мы, ну, приостановим. Я так поняла, вы любите рисковать, да, потому что вы рискнули создать журнал, хотя у вас не было опыта в этой сфере. Да, мы рискованные. Ну, Можно так ответить? мы некие Вы авантюристы, на да, самом деле. То авантюристы, есть да, здесь уже, наверное, присутствует вот это слово, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вы знаете, когда мы это все создавали, я вам честно скажу, то есть мы недавно, буквально до, получается, нашего издания, мы недавно себе купили в ипотеку квартиру однокомнатную, да? Недавно? Ну, нет, это вот в те времена, когда мы создавали, грубо говоря. То есть мы к этому шли, у нас был долг перед банком, но у нас был определенный капитал. И вот у нас было решение, так, либо закрыть этот долг, либо как бы создать бизнес. Ну, как бы, в принципе, деньги, скажем, не маленькие, из-за этого в то время, на самом деле, это было такое стратегическое, так скажем. Идея была ее, я, на самом деле, был далек от этого, но вот потом скорректировали, то есть сделали мужской бизнес-журнал, как бы издание, там потом и женский. В тот момент как бы, мы сами не знали, какого оборота развернется сама компания. Желание сделать просто что-то очень качественно, очень что-то хорошее, да, если не делать, повториться, то да, если делать, то это делать качественно, хорошо. да. И на тот момент никто тогда даже не понимал, не ощущал, то есть мы даже не знали, насколько. Когда нам говорили, что, журнал? Зачем? Наши друзья близкие просто, то есть мы, то есть все достаточно
при компаниях, то есть все при бизнесе, и они просто говорят: ребят, ну почему именно журнал? Вы же понимаете, что это достаточно очень... Совершенно, да, для нас другая сфера получается. Такую нишу, которая свободная. Нет, Вы знаете, мы- Кыргызстана. Вот мы- у нас мы знаем, что в принципе журнал это не особо был тогда популярен. Это был 2011 год. доходоприносящий, Да, так Да, это... и вы тогда вот, наверное, пощупали, да, вот эту нишу, которая свободна. Нет? Вы знаете, это было так примерно. Вот Нет, я вот, там сразу. работая в банке, то есть я каждый день получаю какие-то бизнес-проекты, да, какие-то идеи, и они постоянно нас посещают. И это же было не первое дело, то есть мы до этого, у нас был ресторан, ну, был бар караоке, да, то есть был какой-то опыт, журнала. да, до журнала, Да. то есть был какой-то опыт в ресторанном бизнесе. Тоже это ваш был совместный бизнес, да? Ну, почти да. То есть, в принципе, если мой бизнес, то автоматически. Вот. Потом до этого мы постоянно чем-то занимались. У нас был ну, такие мелкие, то есть у нас, может быть, вы помните, в те времена очень было популярно давать диски на прокат. Во-первых, у меня вообще был... Занимались ивентика. Да, много ивентика чем она занимались, занималась. да. У меня вообще, я начинал с Xerox. Мы купили с ребятами, скинулись $300 по $100 и поставили точку, чтобы по сому ксерить. И зарабатывали в день 200 сомов. И, в принципе, этого хватало, чтобы там вечером с ребятами выйти, ну, молодые студенты, 17 лет, 18 лет, что-то сделать там. Мы, в принципе, открыты к любым бизнес-проектам. Например, вот жена недавно начала, то есть, ну, это в мыслях, я могу говорить, да? Ну, Или это нет? можно уже говорить, в принципе, процесс пошел уже. Ну, она, например, хочет сейчас создать свою коллекцию, причем коллекция как одежды, так и украшений. Из золота, там, бриллиантов. Вот она сейчас как раз над созданием. Ну, там свой бренд уже, своя нет, идентика полностью, там да. полностью уже все подготовлено. А первая коллекция, да, она будет этнической, и название уже обозначено Даткаим, то есть и очень достаточно раз уже Да, в процессе, да, это Скоро такой, будущем уже это в этом достаточно, году даже, да, ну уже в скором ближайшем будущем, да, это такой будет достаточно роскошный, изысканный. А вот на ваш взгляд, вот как можно добиться успеха в бизнесе? Вообще вот в медиасфере. Ну, в первую очередь, наверное, упорство. Нужно быть готовым к тому, что обязательно нужно ошибаться, то есть нужно сделать несколько ошибок, сделать анализы, соответственно, все сопоставить. То есть, Ну в и принципе, надо, самое гореть главное, здесь искренне, не да. надо торопиться, потому что вот таких таких стартапов, которые вот моментально взрывали рынок, их очень мало. И- То есть, да, они вот, ну, Да. то есть, в принципе, любой бизнесмен, ну, если вы знаете их, они такие очень спокойные. И, в принципе, любой успешный человек, я думаю, ты согласишься со мной, то есть, если он обанкротится, в принципе, он за короткое время опять на ноги станет. Никогда не было премиального, то есть премиум-класса издания. Я думаю, что для истории Кыргызстана это уже некий да, вклад. Почему? Потому что сейчас как и Казахстан, как и Россия нас признают как самое влиятельное информационное издание Кыргызстана. Я думаю, что это хорошее достижение не только нас обоих, я думаю, да, там целая команда, там столько людей было. Кстати, хочу добавить, да, вот про Россию. Недавно мы были в Москве, нас пригласили на Всемирную ассоциацию русской прессы. Это был 17-й конгресс в Москве. Вот, в этом году нас пригласили, нам было очень лестно, то есть там было 63 страны, как бы более и 350 мировых СМИ. Вот, и мы были среди них, когда вот там некий шоурум был, когда мы поставили свои издания. Вот поверите, иностранцы приходили, говорят: Киргизия? У вас в Киргизии такие издания есть? Мы говорим: ну да. И мы как бы очень гордо вот стояли и смотрели как бы то, что мы на уровне, даже некоторые страны мы опережали, то есть по качеству, да, то есть, конечно же. Из-за этого мы на самом деле возгордились, то есть для них многих был такой, скажем, небольшой шок, почему в Кыргызстане Казахстан такие... сейчас полностью, я буквально вот несколько дней тому назад вернулась с командировки, и хочу добавить, что передовые компании Казахстана очень заинтересованы в сотрудничестве и признают нас как самое достойное издание по продвижению премиум и лакшери брендов. Если честно, да, это только первый шаг. Вообще хотелось бы создать, вот мы с самого начала хотели бы создать такой холдинг некий, который будет называться Number One Holding, условно. Где будет свое радио Number One, условно. Телевидение Number One, там медиапространство, хорошие сайты. То
То есть хороший медиахолдинг, который бы, в принципе, был бы таким очень качественным. А откуда вообще вы взяли свой первый капитал? Мы никогда не зависели ни от кого. Не от родителей, не от дяди, там, Я вам тети. больше скажу, когда мы уже жили, только, то есть поженились, мы сменили 11 квартир. Так Всё, что, снимали? да, Да, абсолютно, потому что- то есть мы все, что покупали, мы, то есть У меня, у нас поверьте на мне, каждую- у меня на тот момент у меня была машина дороже, чем моя первая квартира. То есть представляете, да? То есть, в принципе, я это к тому говорю, к тому, что мы очень легко это все делали. То есть мы без но мы проблем. постоянно Я не работали. представляю, вы снимали квартиру, но в то же время у вас была дорогая машина. Да. Потому что ее можно было бы очень быстро обналичить, там во что-то вкласться, опять вытащить, То есть это купить просто что-то. ваша хорошая инвестиция. Да, Вы- но Это инвестиция, да. Мы на А все потом это могли бы смотрим. сразу продать, и потом уже сразу. Конечно. Ага. Рынок, конечно, сейчас стоит, но в те времена это было, в принципе, очень легко. Все-таки потом пригодилась эта ваша машина, вы все-таки продали. Да. В нашей редакции знаменитая наша аллея обложек. Глядя на наших героев, мы можем вспомнить каждый момент, порадоваться и погордиться за них. Вот они, герои на обложку специально, они проходят жесткий отбор. Достаточно, да. То есть не каждый может попасть на обложку. А какие требования? Должен быть очень успешным. В принципе, у нас в этом отношении с вами программа очень схожа. Так как вы выбираете успешных людей, мы выбираем точно так же успешных людей, особенно если это герой обложки, то есть это должен быть мужчина, ну и могут быть и женщины, но их очень мало. Мужчина, успешный, бизнесмен, очень мало, скажем так, мы в основном освещаем, скажем, бизнес-людей. Он должен быть обязательно бизнесменом, да? Практически, да. Что и имел хорошую репутацию, это очень важно. А это ваш кабинет. Да, это наш рабочий кабинет. Так что тут мы практически большую часть времени проходим за встречами, переговорами и какими-то рабочими процессами. Они не имели опыта работы в СМИ, они не журналисты, но, как показала практика, хорошие менеджеры. Но финансовое и экономическое образование не помешало им создать свой журнал, и сильное желание сделать качественный глянец сбылось. Никто не ждал такого оборота. Знакомые, друзья не верили в их идею. Одним словом, вы. Генератор идей. Счастливый, Что важно иметь в жизни? Семью. семью, Сильное качество Самата. Очень умный. Сильное качество Аиды. активная, Слабое качество Самата. Педант. Слабое качество Аиды. много говорит, Я не представляю жизнь без. Детей и мужа. семьи, Ваш сильный страх. Не знаю пока. остаться одному, наверное, один. Самым сложным решением было. Не помню сложных решений. Жениться, Я могу соврать мужу. Если ему это не нужно знать. Я могу соврать жене. если это будет на пользу. Если бы я снял маску, люди увидели бы. Простоту. Ильдара Кинесарова. Я бы мог возглавить список самых. Влиятельных женщин Кыргызстана. Успешных мужчин, наверное. Я мечтаю. А много. Мечтаю о мире во всем мире. Успех для меня. Успех для меня скорее итог какой-то деятельности. Быть счастливым, причем не просто в плане в карьере, да, вот это очень важно в плане семьи. Кыргызстан – это. Родина. Моя родина. Назовите 3 вещи, которые делают вас счастливыми. Здоровье. Дети. Исполнение каких-то... Нет, цели все скорее. Какие-то цели, то, что ты можешь это все делать. Ну, опять же, это моя семья, это, наверное, моя земля, вот, и это мой народ. Наши герои считают, что внесли вклад в развитие журналистики, в издательский бизнес и культуры. Тому подтверждение – признание иностранных изданий.
Недавно российские исследователи провели наблюдение и составили список самых успешных бизнес-проектов и идей, которые создали семейные пары. На российском рынке с наиболее успешным бизнес-проектом считается лаборатория Касперского, которую создали Наталья и Евгений Касперские. Вот пример того, что бизнес можно делать с семьей, но вот только можно найти подход к делу, и вот тогда никакие трудности не возникнут.